Зал номер 5 социально-экономических преобразований Коми края Интинского краеведческого музея полностью переоборудован. Новые витрины со светодиодной подсветкой на днях собраны и ожидают, когда станут частью обновленной экспозиции. Напомним, в рамках национального проекта «Семья» в этом году Интинскому краеведческому музею на закупку оборудования выделено из федерального бюджета чуть более 6,5 миллионов рублей. По итогам проведения конкурентных процедур на закупку системы хранения в фонды музея учреждению посчастливилось значительно сэкономить денежные средства. Сумма контракта составила 3 миллиона рублей от первоначальных 6. На оставшуюся сумму было решено приобрести витрины для зала номер 5 краеведческого музея и обновить зал. На основании заявки нашего Интинского краеведческого музея из федерального бюджета Российской Федерации субъекту Российской Федерации Республики Коми были выделены денежные средства на оснащение муниципальных музеев. И вот мы на эту сумму, которую нам перечислили, смогли для отдела фондов закупить металлическую систему хранения, стеллажи, и для экспозиционного комплекса зала номер 5 как раз закупить музейные витрины. Мы постоянно в музее обновляем каждый зал, и очередь наконец дошла до зала номер 5. Этот зал, в нем располагалась экспозиция, которая называется «Социально-экономическое преобразование Коми края». Она морально устарела, потому что ей более 45 лет. И музейные предметы устали, им отдохнуть надо. И у музейщиков основная задача не только достоверно рассказать, но еще и красиво передать информацию. И поэтому было решено заменить выставочное оборудование. То есть здесь будет располагаться та же выставка, но только она будет представлена в новом виде, в новом ракурсе и наполнена более разнообразными экспонатами, которые хранятся в нашем отделе фондов. Аукцион выиграл московский подрядчик, индивидуальный предприниматель Фролов. За неделю специалисты собрали по 2 витрины, угловые и вертикальные, 6 подиумов, 10 настенных витрин и выставочный стенд, более 10 горизонтальных витрин с 4 выдвижными ящиками. Работаем мы 17 числа, сроки были довольно сжатые, поэтому трудились, как говорится, на славу. Но, тем не менее, все вроде получилось, всем нравится. Так что витрины эти используются для экспонатов, максимально защищены от пыли, с подсветкой, отделаны дубовым шпоном. Вы сами смотрите, видите, что сделано добротно. Сейчас у нас на данный момент было собрано 10 настенных витрин, 2 модульные витрины. Если вам не видно. Они 600 на 600 размером. Также было 2 металлических стола со стеклянными колпаками и 2 угловые витрины, которые присутствуют у нас в углах, стеклянные. Объем был достаточно большой. Сложность представляла рыхлость стен. То есть фактически бур проваливался внутрь, там в пустота. Тяжело было найти и зацепиться за что-то. Только 2 стены более-менее крепкие. Остальная стена, основная уличная, она прям рыхлая. Видно старый интинский кирпич, как мне сказали местные люди. Старый интинский кирпич, он говорит, рассыпается. Новые современные витрины – настоящий подарок учреждению. При их изготовлении соблюдаются все нормы и требования по сохранности и экспонированию музейных фондов. Ударопрочные стекла, защита от ультрафиолетового излучения, защита от пыли, герметичность, замки повышенной секретности, безопасное освещение, отсутствие эффекта ослепления от освещения и полный обзор экспонатов. Они сделаны полностью из стекла, и у них нет каркаса металлического. То есть стекла держатся на верхней и на нижней раме. То есть каркаса металлического нет. Вертикали все углы не видно, да? То есть стыки стекла, они просто стекло. Никакой там нет раскладки, ничего. Поэтому обзор очень хороший. Данные витрины, они хороши тем, что хорошо будет освещено представленные предметы музейного фонда, и многоярусное хранение в стеллажах и в шкафах тоже и соблюдать будет систему хранения, то есть и экспонирование, то есть можно выдвигать, раздвигать, и тем самым площадь помещения не так она
съедается. Да, все витрины, они имеют подсветку, и поэтому, естественно, электромонтажные работы впереди нас ждут, потому что к каждой витрине надо подвести электрический кабель, чтобы оно, естественно, было безопасно. Все это находилось в кабель-каналах, по технике безопасности. Вот. Ну, а потом ждет работа наших сотрудников с отдела экспозиционно-выставочной работы. То есть проект, как это будет выглядено, как представлено, и все комплексы, которые были, они будут перенесены в эти витрины, и дополнены другими предметами. Коллективу учреждения предстоит большая работа по приведению зала социально-экономических преобразований в порядок. Пока будут вестись электромонтажные работы, специалисты разработают проект новой экспозиции, которую планируют открыть ко дню рождения Инты.